Сегодня в стране ведется активная выработка мер по максимальному обеспечению предпринимателей комфортными условиями ведения бизнеса. Разрабатывается кодекс предпринимательства. Начата фискализация налоговых процедур. В результате объявленного моратория на проверку субъектов предпринимательства сроком на 2 года число проверок сократилось в 8 раз. Мы в прошлом году создали институт бизнес-омбудсмена. И с начала 2020 года она начала полноценно работать. Хочется отметить позитивные моменты, связанные с проведением проверок. Если вы помните, был объявлен мораторий в 2019 и 2020 годах. То есть, если у нас в 2018 году было 25 тысяч проверок, это где-то на 3,5 тысячи проверок всего было проведено государственными контролирующими органами. Создан такой институт, как Центр государственно-частного партнерства. 3 проекта уже реализовано. В этом году рассматривается 23 проекта. Из них мы предполагаем, что в реализацию войдет еще 5 проектов. В республике заработало в новом формате единое окно. В результате срок на получение всех экспертиз и получение документов сокращен со 170 до 30 рабочих дней. Для осуществления поддержки предпринимателей создаются центры обслуживания бизнесменов. Первые центры появились в городах Ош, Джалабад и Баткен. Параллельно растет и количество отечественных предприятий, включенных в реестр ЕАЭС. На сегодня 102 предприятия имеют возможность экспортировать свою продукцию в страны Союза. А это без малого 180-миллионный рынок. Только за неполные 1,5 месяца в реестр вошли 11 наших компаний. Большая часть предприятий специализируется на сборе меда, производстве мясной и молочной продукции. В 2019 году страны ЕС признали ветеринарную эквивалентную систему нашу. И это позволило нам самостоятельно включить в реестр предприятий наши перерабатывающие предприятия. А в этом году за 1,5 месяца уже вошли 11 компаний и стало 113. То есть что это означает? Это означает, что наш уполномоченный государственный орган имеет право самостоятельно включить в реестр евразийских предприятий. Экономический рост государства обуславливается ростом экспортного потенциала. От умения завоевать и удержать рынки, то есть развить экспорт, зависит благополучие нации. Особенно это важно для небольших государств, поэтому не случайно экспорт сохраняется как один из приоритетов нашей страны. Самым крупным партнером Кыргызстана по экспортным операциям в прошлом году является Великобритания – более 42%. На втором месте соседний Казахстан – 17%. Тройку лидеров замыкает Россия – почти 14%. Далее по списку идут Узбекистан – 7%, другие страны – почти 5%, следом Турция и Китай – более 4%. Меньше всего наша страна экспортировала в Беларусь – меньше 1%. В целом экспорт товаров составил около 2 миллиардов долларов. По сравнению с 2018 годом увеличился на 7%, что обусловлено в основном ростом поставок в страны вне СНГ на 15,2%. В то же время экспортные поставки в страны СНГ снизились на 2,4%, а в государства-члены ЕАЭС также наблюдается снижение на 3,1%. В рамках Союза больше всего экспортных операций республика провела с Казахстаном – 54,4%, с Россией – 43,6% и Белоруссию – 2%. Больше всего Кыргызстан экспортировал золото, чуть меньше овощей и корнеплодов, молочной продукции, трикотажных и текстильных изделий и многое другое. Текстильный и швейный сектор Кыргызстана на сегодня на 100% экспорта ориентирован. По подсчетам специалистов, фактически более 90% продукции этой отрасли идет за рубеж. Швейная продукция, произведенная в Кыргызстане, заняла достаточно прочное место на рынках соседних стран и за последние годы показывает рост. И по итогам 2019 года объем выпускаемой продукции в целом по легкой промышленности составил около 10 миллиардов сомов. Из них швейная продукция составила 8 миллиардов сомов. Мы даже перевалили тот пик, который мы достигли в 2012 году. В 2012 году у нас было общей совокупности где-то 8,5 миллиарда сомов.
Вот буквально, вот, помните, те 13, 14, 15 года у нас были спады, с 16 года у нас определенный подъем. И вот сравнительно с 18 годом у нас рост составил где-то 18%. Общий объем торговли в 2019 году составил около 7 миллиардов долларов и по сравнению с 2018 годом снизился на 3,6%. Объем взаимной торговли республики с государствами-членами ЕАЭС в 2019 году по предварительным данным составил более 2,6 миллиарда долларов и по сравнению с 2018 годом снизился на 5,9%. При этом экспорт вырос на 7%. Улан Касенов, Руслан Сабатаров, Алато 24. Итоги недели.